Евгения Лебедева и Андрей Стукионис. Вячеслав Гайзер потребовал от глав городов и районов активнее строить социальное жилье. По словам главы, некоторые чиновники на местах провалили программу. И такой подход наводит власть региона на определенные мысли. Подробности в репортаже Евгении Новоселовой. В начале заседания Вячеслав Гайзер представил исполняющего обязанности вице-губернатора Тамару Николаеву. Она сменила на этом посту Виталия Стаханова, который перешел на работу в федеральную структуру в Москве. Глава Коми вручил Николаевой знак члена правительства. Новому члену кабинета Вячеслав Гайзер сегодня дал поручение взять под особый контроль реализацию программы модернизации здравоохранения. На эту отрасль Россия и Коми выделяют огромные средства и, соответственно, требуют повысить качество услуг. Мы можем какую угодно мебель купить, оснастить самой последней, так сказать, техникой, золотые унитазы поставить, но если при этом, утрирую, но тем не менее, не по-человечески относится к этому больному, да, то удовлетворение от всего этого процесса лечения у человека не прибавляется. От глав городов и районов Вячеслав Гайзер потребовал ответственности при строительстве социального жилья. Некоторые муниципалы эту работу в 2012-м провалили, освоив менее половины выделенных из республиканского бюджета средств. У нас и у депутатского корпуса в 2013 году уже есть предмет для, так сказать, размышлений и сомнений. А стоит ли нам тогда напрягаться всем и пытаться решать вопросы социального строительства, если внизу самим муниципалитетом это не надо, и заинтересованности в этом мы не видим. В 2012-м правительству удалось сократить уровень безработицы, сохранить инвестиционную привлекательность региона, увеличить налогооблагаемую базу и приток инвестиций, удержать инфляцию. Ее уровень у нас, кстати, ниже среднероссийского. Основной момент, который повлиял на достаточно такой низкий результат, это, во-первых, государственное регулирование тарифов в сфере естественных монополий, в сфере коммунальных тарифов. Ну и во вторую очередь достаточно большая работа проделана органами исполнительной власти совместно с контролирующими органами по недопущению необоснованного повышения цен. В том числе и благодаря региональному материнскому капиталу рождаемость в Коми увеличилась на треть. В 2012-м в республике создали 2500 новых мест в детских садах, построили 5 школ. Вячеслав Гайзер поинтересовался насчет замены оборудования столовых общеобразовательных учреждений. Министр Владимир Шарков заверил, к 1 сентября все точки школьного общепита будут оснащены по-современному. Евгения Новоселова, Павел Фетисов, телеканал Юрган.